Израиль не бомбить, пока эти выборы не пройдут, не бомбить Иран. Это же американцы их тормознули. Не выборов они тормознули. Выяснилась очень интересная вещь. И израильские и противоракетные системы из трех этих слоев ПВО, то есть для этих маленьких ракет Iron Dome, перехватываешь, потом обычные Patriot системы, там средняя, скажем, высота, и баллистик перехватывают, есть даже в космосе Aero системы. Так вот, как всегда, просчитаться динацар. И дешевизна на войне побеждает дешевизна. То есть массово завалить твой враг, а ему приходится дорогостоящим этим оборудованием отбиваться, он проигрывает. Ну, как с немцами случилось, у немцев были вот эти королевские тигры, то есть очень сложные, очень продвинутые, просто хай-тек по тем временам, мощнейшие. И по 100, по 120, по 200, 200 с чем-то, даже 300 танков двух НАС-шпуктеров, они вот этими танками, но все равно они проиграли, потому что они за всю войну этих королевских тигров, там сколько они их сделали, 2000, 3000. То есть их просто более дешевым, но массовым завалили. То же самое выяснилось сейчас при Ирану ракетной атаке на Израиль. Ирану Хакушев и баллистические ракеты Шихаб, а они там в разных этих, в горной местности, в пещерах. То есть их достать их не могут ни американцы, ни эти, ни израильтяне тем более не могут достать там. Так вот, и выяснилось, что у них вот этот Шихаб, 2500 километров за Хакушев, баллистическая ракета, стоит $100 000 ее сделать. А чтобы ее сбить, Израилю надо дорогущую американскую технологию, что они имел 3 миллиона 200 тысяч долларов чтобы запустить по ней. Разницу в цене чувствуете? То есть $100 000 и 3 200, то есть 32 раза дороже. Естественно, у них их не то, что бесконечное, ограниченное количество. То есть это рассчитано на какие-то там не массовые атаки или войны, а там террористический какой-то запуск, там, не знаю, 10 ракет, 20 ракет, пусть даже 100 ракет. То есть они не могут, даже вот эта знаменитая база в Катаре, американская, самая большая на Востоке, даже она уязвима для иранцев. То есть чисто они просто насытят их ПРО за 200-300 ракет. Так вообще эта база, ну она стобьет 100, например, а эти остальные 200 там все уничтожат. То есть чисто дороговизм. Израиль не может перестреливаться с Ираном. Ацар $100 000 бьешь, ракет хакуш, хакар 3 с чем-то миллиона, и то эти 3 с чем-то миллиона, это не их, не американские, а налогоплательщиков. Они будут каждую ночь, несколько миллиардов американских денег выстреливать, и причем эти ракеты в год, они, наверное, их производят максимум, не знаю, 100 штук, наверное, максимум. То есть и выяснить, аж будешь. Да, вид они делают, что типа, но им нужно очень долго подготовиться, чтобы Иран мог насытить Израиль, вот, ну просто такие это все это самого, все эти свои эсминцы, ну все, ну процентов 20 подогнать туда, в этот канал, Красное море, чтобы они оттуда могли перехватывать. То есть Бог того, он должен целую операцию делать, прежде чем начать войну с Ираном. Это она беспрецедентно акча на это. Там, сотни миллиардов должен выделить Конгресс чисто на просто начало этой операции. Потом на войну с Ираном уйдет там триллионы. Да, они просто, американцы, они думают, что к чему сейчас. Все варианты просчитываются. А иранцы рассчитывают на то, что вот они не пойдут на такое. Называешь братьями, у меня складывается впечатление. Ничего себе, эти ермольники и внедрились, короче, самую такую сливки чеченского общества, которые там, короче, ну, ты же себя причисляешь к сливкам, да, чеченского общества. И у меня появляется это, ничего себе, если
для этого человека является Ермольник братом, значит, он под влиянием Ермольников, блин, короче, куда يخوق زرو خوق моментшка. Я сейчас уверен, что ермольники, они внедрились среди вас. Ну, как бы а, осознанно, неосознанно, это другой вопрос. Но вы сегодня на стороне ермольников действуете. И шумим айкидо, и ермольники не дураки. Они вот так раз, а вы всё, по неволе ермольник нашла. Агуш, тут, аж вы ермольник шло. А между деш, но идею ермольников как раз таки продвигаете вы, получается. Видите, вам считаю, о, yin трюк из-за аж ойлся я ответственность твоего, что чего عودة وينخل в общем, немножко предрассудки, предубеждения, да, я цен ОЛИ, да, сам говорится. الله رئيس هو الخير نصيحة. Ну да, это я как бы на заметку возьми, я не говорю, чтобы ты это все взял, короче, не навязываю, просто я хочу, чтобы ты обратил внимание, ты надо, может, может, жутчайший до центр принятия решений мужа, они берут одну ситуацию и 20 разных способов решения этого вопроса они моделируют вот так. А то, что вы делаете, вы это делаете это во благо, я понимаю, но вы делаете, по-моему, неправильно. Вы мыслите плохо, собираем вообще, да. Tunel مش ولا так, и что, 20 рубаят, 20 tunel, что Регит, микрофон, да? мужик тоже. И что уж поэт Харбанусия, да, هو ديله الله عالم в общем, короче, او ديك واتسون نسي على الميكروفون. حسبنا الله ونعم الوكيل. Второй. Я так не الله عالم الله ستورة سعودية دينا. يا أخي شهادة جدعان يستردون. الله أعلم مدى الله أعلم به. Dicho شو هسنا ودي هو يرمولنيك السندر ما شو برنامج خصم تقيتير يرمولنيك يسوع شيلا يولي جوسمان إيجر ويرنيك شاو صوت ديتا شو يحتكي إنك صوتك خاطر شو أحسن شو هودي يعني خايش تقمع دادية شغل قمع ليش كانش واحد دادية شغل قلنا هلا دوش بواك ليش كانش دادية زي خاطر вообще يحكي وارتيسي سعود الوتي الخيتي شو صوت يحتكي شو خاطر هودو تديتك الباس اللي ليش كانش اللي تا حكيتر بالموات بيتش سخل شون بخات تا نوخشي موات بيتش ديكر در ونوخشي دو بوخش يا عرب واي دات شوي نوخشي ما ده وتا دويتش دويتا نياش قاتس دي شون نياش بوكودو ديتي شوش ديك ديت باس اي دويتش ساعات يحتقي تريرتش هر اليرا الالا تا هما دوتش سا دويتش باس هر دوش در خير دوقا ال دوتا تكشي تا دوش دو شوما دوش شادياش قمل تا تقول تا أسكورت كأبسني دون هو خيون غاسقي شي بدروسكي شي تا استراتيجي يقول شاوك خدنا شاوين دو حلوقش شاوك وين دو حلوقش يدين ستنا حب
по-русски хулихахшт. Одрайскишт ахкишт хоспастио. Захарченко за тебя начинает говорить по-римски. Это ты что на чеченцев гонишь туда-сюда. Юх, Золкина, Карпенко, Сахум Оли. Да пошли вы, это вы самые такие чеченцы нехорошие. И что, вы полностью спасать дешь. Как бы вы вежде хук тугайскиш. И дай твой бах. Еще صباح بالي صباح دردوي صباح صباح إبراهيم ليس صباح حسنا هو خزون هاي ميكروفون تعبيه. Или же ближе поднеси его. И от Да, говори. микрофон шغل حسبنا الله ونعم الوكيل الله. Скажем, пробить тиру. И Путин исламский почал дакия. И Камчатский, и Владивосток, Калининград, Хабаровск, Екатеринбург, yok мою территорию. Жрец харбуй, мух, царяцы, муху еще. Муга? Царь сказал, вот царь Мауи, вот он же имеет возможность, он же объявляет там этих нацистами, этими лоббистами, этих, вот этих. Ну, с любой хум чехтолцун, любой хум. Вот то, что он задумал, любой и худбок, и население. Albert, Олег, бяхма била. Элчин Олег, сам Ива. алгацун, бяхма била. Ибраим, иматься баарас, иштица баарас, сунте ишцажим, или ты неправильно понял, или прямо да олон. Ермольник махал баарас, да? Осознанно, неосознанно, это уже хайду, но ты сегодня выглядишь ермольником. И баарас, прямо да, элчдуй. Ермольник шбу, нохчи бу. Но сегодня ты кричишь на других, что они ермольники, но в угоду ермольников действуешь именно ты. Иштбарас. Бяхма был, короче, Йорвулс. Ну, это твое мнение, да? Машаллах, машаллах. Махаз что? Мне интересно, в чем заключается смысл того, что Ибраим... Леонид Ермольник, нормальный актер. Абдулов, Ермольник, Милуэс. Ну, короче, из вот этих, 70-х, 80-х, короче. Не, 80-х, да, вот это. Да, 80-х. И на вас, Велер, интересно, по каким критериям он думает, что ты в угоду ермольникам работаешь. Интересно. Ермоловый, я типа, голлай, шули, туда-сюда, что чучет, что разборишь. И разборишь, пропагандировать, и шпоришь. Массу шумет, ты всегда рахш. Пьеч по-моему, он сам не шеет, юхухер, ханазартиет, юхцер ханазартиет, нашкуй, цахер сан башвац, кунахтер баш. Цер язи нашу хакуис хер лички чуган, хер ишт личун, хер ишт бошен. يوحشت يلطير سازو بتلنا شكاتا إن دعشوتا سلفوها دعوات كروتش دعيو شو إيش وكشي ناخيات بور ها تحتنا خوخل مش وين دو حلولي غاس قي وين تخوت قيتا وين تعرف فريق خلي غاس قشتا عدبي تلغش كروتش وش تخبي خاتين شبو вот таким образом у нас завязываются дружеские отношения с Русней в формате хозяин и пехотинец. Да, إذا وعيشوا فكانت عندي عايز مديت جابهم تقوصل دول что цокест. Не, я все равно не понял его претензии. Я столько не выпил, был положение цинга.
Putin son eminim. Чисто эмиру Путин. Рамзан. Претензий к еще отцу Болдич. Почему он там тебя Ермольником назвал? Вот он пришел, спроси у него. Конкретно полный чмошный шнырь. Да, Хадзон, Саваш, кто это? Кто там насчет Ермольников? Да? Можешь пояснить свою позицию? Штина, любой цей кушай. И поясни ее, почему ты так подумал. Евро-доллар, вон. Евро-доллар, евро-доллар. Евро-доллар, а позиции развернута, а и так куда. Кулич мохулвы отдать. Голцна, для этого, чтобы длинные дискуссии, только в дискуссиях, в двух словах, ас и Бог, но я амюшу, Мусульманский университет, я вас Бога. Не, университет, ассоциация мусульманский или буддийский. В двух словах объясните, не надо нам. С точки зрения Алитата, что он хочет высказать? Точку зрения свою выскажи, логику, аргумент. Логика моя? Ажла. Ну да, вот ты заявил, что ты утверждаешь. Утверждаю, да, но аргумент давай. нохчешена, олшвега и Ермольнику, партию юшун, короче. Россия, есть партия Нохчи, есть партия Ермольников. Любой человек, который что-нибудь говорит в сторону Нохчи и Ермольнику, цена цутяховодона жим ойличани хунду. История ами Ермольники не амби цена бейбула теми борьба ами ицердун да саул Ермольник ше. Ермольник вачу. Мила? Нет, точно, ошем уже, ходить начнет. Тесла. Бусовой фуз. Тут речь идет о Ермолове или я не пойму о ком? Ну да, Ермолов. Да, это... Имдель начнет, Тесла. Называют зачем ты Ермольник говоришь? Имдель. Ермолов, Ермолов, имдель, когда Абу Ермольник, халачина. Хиятиш. В общем, долго объяснять, Ибраим, охан термин союз сундейла, цакомик, Ермольник, висмач, ашбо, чухижен, да, термин, что он дикий, просто мы хотим понять юридический аспект, когда ты обвиняешь человека. А дискуссия есть километровая. Обвинить его, он всего лишь 1 минуту даже тебе не надо. Будь любезен объяснить хотя бы за 5 минут, почему ты так считаешь. Гасить. Смотри, я хочу узнать просто логику, аргумент. Это, не, Ибраим. Это всего лишь, короче, какая-то глобальная. Ладно. Сейчас объясни, да, лички что-то смотри. Не надо, это всего лишь. Объяснить, и мелкий объяснить, да, это юдовший сопутствующий момент, это не сама суть. Вот. Поэтому этим общением ты ничего не объяснишь. Здесь не дойдет до людей, здесь немного осмабаха, да, туннель что-то арабойл, ойлцейчи, дадичи, куютер. Ладно, так, объясни, эксперт, ой, брат, эксперт, حوالين что-то. И тенга,
Он умный слишком, да? دي سيها كابينيت شو حاجة لا بوقت هو كابينيت شو سوني وخايل كابينيت شو غورو رونس ولا مدار حمدي تعطيه ده جاز ميسي شيلو شو أتبليني بوبشات وي هم دار خيور جاي رو كاشيل وندل دي شويس جاي ستين ولا شيشو مدو دلاس هو قصوى اليوروبي عم شيلو شو يوروب مو يتعرف Putin is gas da. حينك ألاسكا خيرو Соболезную, да, не перебили. ألبرت А, насчет царя Губара объясните. с Хубов, да, вот это как раз. Вот у него сейчас самый лучший момент, самый четкий момент, все там организовано, все подавлены, все рты закрыты. Вот, ну, лучшего момента, чтобы объявить исламское государство, не помню, что такой момент. В смысле, он обычно объявляется исламское государство, а потом рты закрывают. А тут, короче, рты уже всем закрыли, и все, теперь вообще просто надо формально объявить его. Ну, почему с этим тянут, я не могу понять, во-первых. Во-вторых, Ходоющий. да, во-вторых, население, как это примет? Интересно, ну когда он объявит. Альберт, извините, что вмешиваюсь, с полуслова Уже зашел. отправлял О кафедру, каком государстве речь? Российская демократическая... Он сетует на Федерация. тему того, почему Путин не объявил. Я так и подумал, просто приспросил. В моем голове я подумал, что на России говорить, потому что, последние тенденции, как бы, все понял, спасибо. Объясни, зачем он, может, ты спрашиваешь, почему он не делается, а хотя бы один довод приведи, почему он должен уже это просто делать. все к этому ведет. Уже подошло к Почему? этому. Просто вот, уже прям все уже подошло. Обозначь тенденции, которые ты увидел, что к этому идет. Да, я тоже с тобой, Альберт, не согласен. Ты, по-моему, еще в прошлом веке где-то застрял. Там уже давно халифат. И Тесла, и Шерри, куда вот на бахте что. Шарик? Какой шарик? Полиграфович. Сфинкс, кличка Лиза. Ты все время с загадками разговариваешь. У нас дом горит, короче, у нас нет времени расшифровывать твои иносказательные изоповые приложения. Скажи прямо, что... Ничего, потом как-нибудь. Социуман, это новость недавно озвучите. Кто кого муртадом, кафиром объявил? Партия этого правительства в изгнании кого объявила муртадом, кафиром? Эти он других, короче, полностью друг друга. Украинцы будут чувствовать, типа украинцы отношения испортить и на Бош. Жаловаться здесь барбар закаевских компаний. Украинцы испортили отношения с кем? Кого? Ну, с ними. Из-за того, что чеченцы на Золкина наехали. Из-за того, что Тумсон наехал на этого Карпенко, что ли? Соля. Не. Просто там послали их куда подальше. Кстати, Шейх Мансур, батальон.
Тузику сделал он, интересно, такие же делали? А шейх Мусан Мансуровский зачал. батальон, с ним тогда что будет? Он прекратил свою работу? Им Я и вообще забыл. какая Молодшей разница? партии Елаш. Фига себе. Им вообще какая разница батальонам? Кто с кем, что бы ни говорил. То есть батальон — это уже отдельное формирование, не связанное с правительством в изгнании, да? Батальон чисто Allah дуаштахуат ушмай, как харшуца эти кефиры, те кефиры, пятый, десятый. Не, ну шейх Такая Мансуровский батальон на стороне Украины. Он же Hoş bulduk. Kuch Если bakmayayım Allah, Frigid. Kuch bakmayayım Allah. Пишите битасин хуштейк, то, что я думаю, я поэтому и спрашиваю вас, утверждать лишь даты, разъяснять лишь усу халуш. Почему тебя это интересует? Любопытно, интересно, это политик. Хобби, развлечения, интересоваться до политикой. Молодец, юрист, ну, во будущее. Ах, Хеттер Шмадри, слушай, я вон месяца 2 сидел, слушал, пока не въехал, что происходит. Слушай, и все поймешь. Ригита, я понял, вообще случайно сюда попал. Да, это английский, а может, канал. Короче, я случайно на антитеррор канал попал, да, я ой, там что рекламе, чат, обсуждение ютел. В общем, если коротко объяснить, Россия устанавливает шариат ислам на всем мире. Украина тоже с помощью добровольцев. В общем, дин даже жбук, короче, в общем, система такая вот. Дин даже жбук полностью, чтобы везде на планете был ислам. И юг всегда система, да? Там ничего сложного нет. Алберт, мой хаос ситуации. Ермольник Шбуй, они внедрились в эту тему. Имам Шамиль, Имам Шамиль, Ермольник Халуа. И до Чумаковой и за Ермольник. Смотри, когда за Чумакова... Да, когда за него начинает... Очень интересно, да? Смотри, когда за него начинает тянуть мазу... Алан Чумаков, видите? Милун, Чумаков. Хамзат, вы ингушеты, имам Ба, псевдос. Бах. Алан Чумаки Кашпировский уходит. Алан Чумак же по телеку лечил людей. Какой-то Чумаков или Чумаков какой-то, певец тоже был. Да. Вот Алан Чумако инол сян сят, инсат ирел зумёцу. Ой, 20. Настоящие чеченцы находятся Украины, все остальные чечены, говорящие бокс. Умовший город, пророссийский ногой. Кстати. Бич был, но первый раз ярость уж маленькая, хочу дал, мы там еще года 2 назад, году Шмайна, как раз Мурат поддержать ярый там, Камелдин сега, там, ты меня спас, Бог, что ты благодарить тебя. Вешь, добавно, что что, ависан, натуральный бомжи, что роуша, бич был, мат бацер. Мат через мат, раз шбючко, мат бух, мы батишь Украин, чухи мы батишь. Там видно по ним было, что они там бомжи этими, пророссийские, российские бомжи, шух. Мат через мат, это оша дешло, камелды. Сом сердце все гладу, он думает, да, а веш му бам се чуцарь гладу, сердце камелда, му бам веш сикта. Мы еще там были. По твоей логике, так, что могу бомжиш, а что я могу, что мать через
وما بومشتا не так не им понятно но так бомж хулка по твоей логике не просто по твоей логике бомжука از министерство правды канал чували видео аж хажандон حسن خچی شون چوادون بیوری زنی Да, Леха, it's Антонис, бог. По твоей логике, сапожник ел бьюха больше. Что ж и чё? Я даже от сапожника... Извини, но Леха Бьюхниш не говорил. Ты нужно персонально, кто это говорил, на того и говорить. Очень хорошо, коллективная ответственность. Масан и Бакис. Это попытка загадить. Не Леха, свободно нахду, мы свободное общество, мы каждый выражает свое мнение. Оксан социальные претензии, говорите, кто именно это делает. وين هو شو ما دوش دي سياق يشتوي نخشى ويقات ويتعمل يسعى دي سياق نخشى ويدا دوش من خرارنا تعري وشيس هاتشين سوي هاتشين قوياشي ويبو الدنيا до ночью сахара иш маяцы сэр чудесно дин да чуденя конкретно я могу сега что ты должен ухватить вот هذا مركي سارة هاتشين سوي هاتشين سوي بو يطيش دوا يوم بارس не что чудо сега ставишь برجعوش مش بو يا ريسان مش بو ждаешь сердцем мют они бокален думают сапожник хачулел куда начинает тоже делить да? А потом хау я рассказываю тебя плохо слышно Суну вышла из бош хау куда я рассказываю свен вас цинцеваться луку бо пошли уходим говорит откуда мы пришли давай уйдем бо а шуцинг уходим откуда мы пришли бо Да, кстати, я сам тоже это слышал, там, ладошку. Пойдем, пошли куда, откуда мы пришли, бош. Ложу, дуйте, говорит, заз. И все это свалим. Я архун Квесерш, молодой парень выступал. Почему? Молодой парень, выключится вино, молодой парень, кто его выключит? Тебя плохо слышно, Лео. Ничего есть, то есть, больше ничего не могу. Поправь микрофон, добавь там себе, там вдруг у тебя есть. Не, других слышно, тебя очень тяжело слышно. Лёха, Hochschwa noch challenge dat noch challenge du in hochschwa hochit chota gust khaliqo noch challenge shash noch chi bubox hon elna duhul bonk noch challenge du hon sat ras hatu noch chi bubox dat no shu jdiash no qamil chash humuluk shta shu noch chi mwat but shu noch chi lemayat shu اش noch chi du tsaha goiter madat اش عايش نمش قويتر دو نوخشي دو اش قويتر مده تشو عايز تشي قوت جيستلك تبورش دو تسالدرو ما يقع تر تام الغت شدوي صار من وقت ويستخلت لا اشتايسلاس انتر هر سنة بلاشات شاف وشوح اتر اولش دو سامو شو ويل مثلا провокатор хулкашт Абдулакский или по-русски что раз я чу эл стаган сама эл юхтин на пару хоть сам шимо чу их хэн что хум элч хер само эрдон санеру нервничать деши что хум не статис إبراهيم تشدوا عشانيته والله بلا أول شيء قطع قوات إيش قطع كوشي قطع لتر موس ها إيه ماذا قطع قوات إيش يوتا
один ищет. Вообще, бывает, хоть что год хает, двинул дух сюда. Будет байси гезни, что ты дали. Я мертвый рюкзак. Tuhudi lukhel yo khitan no mert registratsiya işte bay no mert chu işte хуич разные humnish хуич işte işte bol ma bu koçane yaxta her şey yol efiru yuç koçu bay sagu xuyu qol ve ta hawul edin boş ta ne işte falan kembole noch chirillach şöyle düt إيش نقشي بات ساعة نقشل يا توم ساعة نقشل دقيقة أتاك ياتي даже шестак лечвальчи отука зучо йол qo'yishdi sochul shunday sixa talush qitahum et إيه تام فك بلوشتك تام ألغيرت بورش بوت ده كم يهودات وتام ألغيرت شو هاد حكم ملوت تواري تواري قول لي عموني هنا أتشيلش كك ده حاجة Во ветеран, он увидел просто видео Юяхкин. Видео Юяхкин, ты понимаешь? استجمع غليل Работники. عادش تعتق سوا أزنيرتو حيولاه تواري حيولاه سميت شو ويتون حيولاه وشوية أدينا دنيا لي هريات يا مرت ويريوا حيولاه تواري غمر جديد والعيفاش يا خشي جاز فهم دي لده ne hinsa primer hot aspantaligis bitu istech hawul edin dwa edin حويح شو خسخية تردوكي ويأتي شوية أدينا دين والغ شو خسخية تردوكي والغ ده الله دوك so etja so doga el herum da kuchu ist ويتا إمتى نخرج كل دولة تغيير وتموش تسميس المياه تعمل قوي تيجي ويتا حلق لك رأس لتا Сообщество какие-то ранхлые, хум. Объясни, дай саму. تغيير هم обычно провокация. Фригит, уроки видите, уроки я там английского. Хрястан, ца уроки, это выходной. Будет хоккейский выходной. А вот здесь воскресенье Иисуса Христа дождешь мальцу. Ой, пятница, Сон воскресенье, да? То есть сон Sunday, дует. День солнца. Россия. вообще Sunday, Малхе, лет, аж мать сказал, Sunday, Малхе, мы да. Ветеран, в личку ответить, да, ветеран подкаблучных действий, ответ в личку. Ответить, да, ветеран. ليشكو ايش اتلقى مالو ايش تسخرون وشرطة خشابة بدل اتويرون ادمين شي دوس ديبارتامنت وخير شابة بدل ليت وين لغة ذكرت جروبا ين كوشواتا خزت ميلش ده شوشة يتسك عيرو تسندل ده تديز ترجع ايش تهم خوي ده راح يوتشك تا غلا زوجو يا قناة إز ну что мадить из атасо работник والله شيء دوت лички что-то синерит вот он да Sunday штоп шо قوي Sunday просто воскресенье, дух, день недели, все потерять сам. Просто так воскресенье Иисуса Христа. Россия хардует воскресенье Иисуса Христа, куда Европа Sunday дует обычный. Обычно, да. Sunday, Малхдейл. Ну да, цар языческий пережиток, Sunday, день солнца. Наверное, языческий пережиток. Иисус Жебраилович, Ларис, я Ибраим, дай подправить. Иса Жебраилович,
Сацикай оба. Вас блог поздравлять, я Шбаров Ибраим. Иса Вац, Иса Пальмар Жабраилович Мауя, Бусал Беля. Иса Жабраилович. Свобода, идите, давай поздравить Мадырова Масу и эмир войска Иисуса, алейхиссалям. Полностью поздравляю вас с Днем Марии Магдалены, короче. Она же тоже как бы наша. Духал Хуэлдиз ишмета, регит. Сацикай бусл дина قابل деш мудует Иса Пеймар алейхиссалам и чудесным образом Дунчевен без отца. Добавь, где Иса Джабраилович Уис. Духал Иса Джабраилович, Муатса Джабраилович, Мухуля. Нет, Духал Хуэлдиз ишмета. Масала Аптиват эмир Укас войска Иисуса алейхиссалам, войска Иисуса алейхиссалам. Цейс. Хыльеш мы чуть позже мады вечерне. Иса Пеймар Херути алейхиссалам. Ло отявисна уже аулиям. Бокол цагинау. Хезасон цигата российский батальон командировал интернациональный батальон наш. И ما سارع الحلق يلا سندال سام بيرو تو دقيقة Владимирович как раз Альберт Кучуадиц нагдали полностью Кюгезен, Оранда, Шнопчичуэн. Полностью и шею пророчество и таю щука из по цепочке. Это действительно дала гордо коин. Иса Пеймар алейхиссалам. Вай дуанный штат есть просто. Шеядек хахутар мадыш. Видишь, там кто угодно, кем угодно себя объявить может. Я Белгород Шхалмиес за последние 100 лет 50 Махдиви Аллах, я Восток, я Ближний. Даже иногда Кааб захватывать. Сразу то первую, что он тебе дал Мацадьезой. Харгуан, Хармат, Ашук Кучу, Адуанеш ли, Шуявен, Шуинда. Просто пока отвлекается до того. Армадик канал генесумсун инзерит там еще ну это он запал и чму и сейчас я ты инструментsun. Что вообще-то это новый пророк, по-моему, посланник реально долго стал где-то в этом Индии, где-то еще где-то. Вроде Алибаба его зовут. И ФСБшник Шпац, они к нему ездили. Он амилвит. Сай баба. Сай баба. Да. И эти ФСБшники к нему ездили. Группа унятных отдел такой-то. Они подтвердили, что действительно это посланник. Короче, из-за уже, короче. Альберт. Это реинкарнация Саи-Бабы, который материализовывал золотые предметы. Да. Они, ФСБшники, подтвердили документально, официально, что он посланник. И, короче, взяли на вооружение его. В общем. И Мича сказал, что ФСБшники его взяли на вооружение. Ну, это уже, я уже где-то лет 5 назад сказал, если просто сейчас детали не помню. Это шарлатан, ой, пророк хватит, Со всего мира к нему ездят эти Ди Каприо, Гунядник, Брэд Питт и там, ну, все известные люди к нему ездят, там все. Ситуация, нифига. А Павлу полнейший развод лохотронов. Далай Лама второй.
يو خاوين عم برروكو خاوين هاي برروكن ريزواتسو Судьба. да. Если ФСБшники подтвердили, хоть он ешь. ФСБшники подтвердили уже, все. Это уже... Ну, пророк Мухилу, пророк Ваци последний. Висен, Самади У, Иса Пеймару, алейхиссалам. Заве, Ну, это твое мнение, а видишь, цель мнение, ищет моя. Не против их мнения одинаково. Молодцы, твое слово против их слова. Карменис учитывать ешь, масал, идешь, ахахта, маша, увешь. Там третью секту спроси какую-нибудь, царь, чей пророк увешь. Тут у каждого спроси, у всех свои пророки, социанты, охот. Бусал Биня, Иса Паймар, Иса Жабраилович, он, Бусал Биня. Хз дётсон, дётся, вообще, это денец дождь дётсон. Серьезно, бог, один что, адует, и один. Он садует, он дин, да, давай. Да, серьезно, бог, что у вас просто Сайгардович, да? Писал Ленин, великий, учиться еще раз, учиться надо. И вылечат. И тебя вылечат. Пророку прямо дин хадиуч, прямой хадиуч амошон. Хузасан адик дин амуда цан метта. То есть антиволча полностью. Типа Европе Мабасу, Tandosh, Nematina, Hyper Morgurunda, hence Dunya Chagol, Sharga, Shasta Yuka, Kan, Durush, Mamo. Парма, Фильман Тузом, Парма. Надо лекции его слушать. Он тебе не надо даже с этими болтаться там, и можешь, да, я с Юлей лишь общаться. Один час, бог, длинца уж. Парма, ты слушай, он тебе сура аят тебе будет говорить, можешь садиться и проверять хоть каждый день. Лекция сейчас в аду, все, как раз сура аят перевод тебе. Там почему? Динамиш Мауизе. Динамиш Мауише. Сказал, граф. Вот это мало. Динамиш Люш Мауи вроде. Моча под говном. Муга? Карпенко послать держит. Компания Яцертик, чат Яцертик. Говорил, а потом послал. Что за кайф вообще? Чат Яцертик, Матберет, Ашидеал. Карпенки, чат Яцертик, Чубов. Цаворцу Чубов. Говорил, убеждал, потом, короче, на 3 буквы послал и вышел. Что диверсия? Suçu vistalar suçu var şu şeyler hayırdır hada yakar suçu. Им сунгина дать суçu var. Возможно, туда hayırdır çok da savin kadar yüksek. Tamam объяснить, да, что антитеррор, новый, бусовый, керствуй. Ногчу просто. Ilman Тузбо. Это полиглот, массу метнешь, как бы, ледешь. Вот, короче, в верах, в религиях полиглот. Дешан соглаешь в авиафлации. Материализовался, реинкарнировался. Да, табол чариш, бэх, кюгду бэх, сын шива, я, сын. شباب والمحمد رويت يا أدينا يغزوان إتيبنا سين عدو يشلوك تو عدو لغدو سين دينا موردو نيل دادو
اشتري бесплатно Динамо бать ишten. Реально. Фригид, Стармак Генеон, Хокорт Бош. Вот это он и есть. Дajjal baa. Дракон. Хакорт албекта халбол, шикорт абек халбол шух. Да. Shunga neytsin publikachi peymaran Lysh alayhissalom. Sallallahu alayhi wasallam. Пейман Lysh мичау сега сега. Сега Lysh само да си конкретно хабют что дин. Як молнеш Lysh дошло. Самол мамаска дешансе кочу ичил цели на диспут вяш мамаска. Ходите за то. Что он расскажет? Хадил дешала. Допустим, сура 4, аят 24. Войца Хизанда. Определить легкость получается. Лакмусская бумажка определяет. Ногти легкость. Сразу определить. Дагот и лот есть. А дагот и лес на хуй. Хоббалдой, знаешь, по ногти у вас. И определить. Коран, дуйте. Сура 4, аят 24. Худуты что? А здесь еще перевод. Деши. А воля, делас, хоббалдой, оли. Хоббалдот и лот, хоббалдот, а по ногти у вас. Мы определяем. Хоббалдот и лот. Собардин, يخرج هم هاتفاتهم سور عادلة لا ديش حولا سير هاتفات تجد خزون допустим بص شرط بحواته أصلا وبدي سيطرة وخلري ترى أسباب بدي تعميس كناح بات سالر تعب خل بوح والله أسوا بدي أسأل تندق напрямую да نوحش что хай ما خبوا على что ورشقة شو يوتون برشقة شو يوتون что حمت ما خبوا على يتستويش ما بيتاو хорошо там те продевили свеги я мог ему дать сумму предложить сумму которая отказаться до целуш вариант а славы видишь ты برشقة شو я лег по какому закону меня будут судить Аласю это правильно или нет тоже Аласю Так, что сделать? Засватать любое хоть там двухлетнего. Не засватать, заникяхить. Ялуба. Баха, яла, инсенсунастия, баха, сутфригит. По какому закону меня будут судить? Он яча асах, эдон, шарках, аргумент буду я выдавать, это сура 65, аят 4. 8-летний, санда слурмаят. Хаба, Лурия, бусовждение, а мекшо. Чаачаду маха ала ишту. Тебя Аллах, представь иштаг, который мне дает. Вот представь первый пример. Хау суши шмацаювали, кто-то же придумал эти суши, чтобы кормить. Цивилизованный, нахмаду права человека, ювель. Аякка мастят, аякка им реально, нормально, да, история рухтурат, нормально. Тахалфлер, хумнеш, мадийцала, вы уже демократичны, цивилизованные. Чему ты идешь, да? К чему ты идешь? Я веду тебя к тому, допустим, Турция, вот хажа Турция недавно Шимон Лейцера, бешта, пожениться Бинаэл. Скажи, вот какой закон они нарушили? Сотни тысяч этих. Я определяться их посадили. Амял датчиков, фригит, их посадили. Ну, что закон? Какой закон будет использован? Назови мне артикль, по какому закону меня судят. Ну, да, как дурак думками богат, да? Не надо твердить то, чего ты не знаешь. А с его-то акабахту я буду ссылаться на суру 65, аят 4. Скажи мне теперь, на что ты будешь ссылаться, чтобы меня наказать? Ну, российский закон. Информация. Брям, объясни, информация. Добрый день. Охча ссылки, свобода, фригит. Охча ссылки, урок английского языка, по ссылке. Все, кто хочет учить английский, переходите к Тесле по ссылке. Тут
на канале есть ссылка Тесла. Объясни. Да, ссылка ищем. Кому интересно, кому не интересно, можете продолжать общаться. Кому интересно, асинт халат ищем. Обуха ссылка ищем. Все. Маркал Аллах рисует. Фригит. Мастер, чужой сейчас. Хоть attention, هم سيبوا قراءة شو вообще خاصة شو وين خاص Россия закон ду خاص конституцию демократию факерстан шеда киек до испытوا وخاص по правам человека адьеш маду فكر بنادم короче تحولهم شويت сразу ялшо печели баршо печели Реал шукачек, муяля, неадекватно, моду педофильский. Олыш хоздача. Son buldu ya. Hauja. Hauja пэмурен. Ты хоешь я хулием. Сихат Пэмур, салуш. Корсунь пацана окружили, а? Сихат салуш. Сразу фуфарский. Умнешь. Махиш. Фригит, вадла, какая чон, сарма. А прямое оскорбление, что запрещенное. Мир куда? Прямое оскорбление, что педофильский был. Я что-то уже реально. То я кое-что уж пойму. Шоу стоит. Albert, vodka. Albert, Frigid. Frigid, оскорблять ешь. Тинса доисуни. Веди, Frigid, веди. Сельмик хама бедна, веди. Покварт был сельп бедна. Занятие. Этот фильм не для слабонервных. Оскорблять мои, Дин оскорблять мои чувства верующих в Ларье. Сильно верующих, сильно Ларье. Российский закон, чего же, где? حاسة الفيديو ير أو تومسون فاقلوش جوائي تنسوالنا يعني تانشيو يو مسالغوش تونديل تنسوالنا كультура ألا глава Ешивы Леч Ильясовой культура. Танец является одним из самых древних видов искусства. Танцующий колдун, подражающий оленю, на стене пещеры Ласкар во Франции был нарисован почти 20 тысяч лет назад. Древнейший танец, так же как и пантомима, рождается из магического ритуала. Вряд ли можно согласиться с мнением, что изначально танец существовал в синкретическом единстве с поэзией и музыкой. Танцевальное искусство, что в общем подтверждается археологическими материалами, существует уже в эпоху Верхнего Палеолита, задолго до появления поэзии и музыки. В глубокой древности танец сопровождает практически всю жизнь человека, от рождения до смерти. С ритуального танца начинался трудовой день человека. Перед охотой древние люди имитировали процесс охоты для того, чтобы она была удачной. С ритуального танца, а позже и песни, они начинались весной земледельческие работы.
Танцем являются камлание шамана, магические обряды колдунов, медитация суфийских дервишей. С помощью танца и пантомимы люди рассказывали о произошедших событиях, о своих переживаниях и чувствах. Можно говорить об изначальном синкретизме пантомимы и танца. Древний танец рождается из пантомимы, из подражания животным природной стихии. Хотя танец и пантомима уже существуют как разные жанры искусства, все равно пантомима остается важным элементом танца, особенно традиционного. Синкретизм танца, музыки и поэзии рождается значительно позже, в то время, когда основой танцевального искусства становится эстетическая магия, и ритуал отходит на второй... Что делаешь? Танцевального искусства становится эстетическое, а магия и ритуал отходят на второй план. В танцевальной культуре некоторых народов этот синкретизм сохранился в первозданном виде. Например, в традиционном индийском танце исполнитель должен следовать с большой точностью музыкальной ритмике и сюжету песни. Чеченская танцевальная культура восходит к глубокой архаике. Культовые бронзовые статуэтки третьего тысячелетия до нашей эры, найденные на территории Чечни, так же, как и изображения стилизованных человеческих фигур на камнях древних построек, могут дать представление о некоторых элементах ритуальных танцев чеченцев. Монитор Йохкуса духа Держан должен следовать за строками халду Ахмадович. Металлические изваяния мужских фигур, стоящих на носках, среди... Так, сейчас это рисунок, тут просто в скобках про рисунок говорится. Обнаруженные в материалах кабанской археологической культуры. По всей видимости, стилистика ковровых узоров также может содержать в себе информацию о рисунке чеченского танца и женского, и мужского. Самая ранняя письменная информация о характере чеченского танца содержится в материалах европейских путешественников XVIII века. По описанию графа Потоцкого, когда все деревни соберутся вместе, они... мысли хэштаг. Юешва. Хэшва. Дик хэшва. Когда все жители деревни... А звук ты туда, у себя звук добавь там. Значит, у тебя на нем звук нету у тебя. Sunt это тигат. Это он 200 оды звук так хочу. Ага, звук да. Да. Когда все жители деревни соберутся вместе, они садятся в большой круг, поют и вызывают молодых танцоров звуками гобоев, волынок и флейты, чтобы они показали свою ловкость в честь этого дня. Танцы сопровождаются атлетическими упражнениями. Они один за другим совершают различные опасные прыжки и бросают друг друга. Потом танцоры подают друг другу руки, поют и танцуют в длинных рядах. Они часто ловко развертывают круг, открывают, закрывают его и заканчивают плясать теми же прыжками, какими начинали танцы. Таким образом, вопреки общепринятому мнению об отсутствии групповых или коллективных танцев у чеченцев до появления ансамбля народного танца и песни, эта информация свидетельствует не только об их существовании в более древние времена, но также об акробатическом и гимнастическом компонентах. Об архаичности и связях народного танца с охотничьим ритуалом говорят и названия его элементов или вариантов. Чаболар – поступь медведя.
каболар, поступ барана, сайболар, поступ оленя. И медведь, и баран, и олень считались священными у чеченцев и, по всей видимости, в более древнее время были тотемными животными. Каменное изваяние головы барана встречается на фасаде жилой башни в Хемое на востоке Чечни, на стене боевой башни на горе Бекхайла, усиление Кокадой в Аргунском ущелье, на фасаде склепа святилища в Тертие на западе. Медведь в чеченской мифологии выступает как существо, наделенное не только огромной физической силой, но и человеческим разумом. Стилизованное изображение оленя часто встречается на камнях архитектурных построек в различных районах Чечни, где оно выполняло функцию оберега. Все это подтверждает глубокую архаичность чеченского народного танца, его связь с охотничьими и магическими ритуальными танцами. Рисунок и пластика коллективных парных танцев чеченцев указывает на их былую связь с культом солнца. Магия круга, которая наблюдается в символике декора кабанской, а позже аланской керамики, средневековых петроглифов, довольно ясно прослеживается в чеченском танце. По количеству участников чеченские танцы делятся на коллективные, парные и индивидуальные. Коллективные и индивидуальные танцы могут быть женскими и мужскими. Коллективные народные танцы, по мнению Саидмагомеда Хасиева, исполнялись 4, 6, 8 парами, то есть четным количеством пар, и их построение напоминало классическую свастику. Они были связаны с культом солнца и различными земледельческими культами. Кроме того, чеченский народный танец делится на различные жанры, специфика которых связана с их истоками, особенностями среды, в которой они возникают, их смысловой наполненностью. Это обрядовые танцы, свадебные танцы, свадебный танец, исполняемый во время обряда вызывания дождя, профессиональные, воинские, пастушеские и так далее, праздничные, ритуальные, религиозные. Парный танец, танец мужчины и женщины, имеет ритуальный характер и, по мнению исследователей, связан с космогоническими представлениями чеченцев, прежде всего с культом солнца. В чеченском мифе «Как возникли солнце и луна и звезды» рассказывается о том, что один искусный кузнец послал прекрасной девушке сватов, не зная, что она его сестра. После ее отказа он взял золотую головешку и отправился к ней. Увидев его, девушка бросилась бежать. Он бежал за ней до тех пор, пока оба они не погибли. Искры от головешки превратились в звезды. От сестры осталось сияние, от брата головешка. Они превратились в луну и солнце. И до сегодняшнего дня солнце не может догнать луну. И движение мужчины за женщиной по кругу – это движение солнца мужчины и луны женщины. При этом элементы чеченского танца отражены в солярной символике, изображенной на поясных пряжках VI-V веков до нашей эры. Изломанная линия, земная твердь, море, крылатые диски по сторонам, солнце при восходе и закате. Центральный диск имеет крылья, это тут описание, рисунок, максимально поднятый вверх, солнце в зените. Положение рук мужчины, разведенных в стороны в виде креста, означало солнце на восходе и закате. Положение рук мужчины, когда он сгибает руку, держа кисть у груди, а другую оставляет в сторону, соответствует изображению свастики, означающему солнце в движении. Став на носки ног и вскинув руки над головой, мужчина изображает солнце в зените.
Элемент танца с обхватом талии партнерши, без прикосновения к ее телу, затмение луны. خلينا نخرج كويتا كوي بوقي لوزرجا هاش حالا دياش خلق معمر سنبايوس خلقش كا فيديو تعدو حقت لوشة وكروك تالي حلوتي готтер рискнуть кичуй головой хоть чего готтер безом болчу кантеш гойч шалатеш тана лозерга да кафеште күккә меттек хала готтер доудер долш. Интересную и вполне обоснованную интерпретацию к рисунку чеченского парного танца дает известный чеченский этнолог Саидмагомед Хасиев. По его мнению, чеченский парный танец хелхар изначально был ритуальным и имеет мифологические истоки. Он связан с мифом о лабиринте и восходит к дотисеевскому периоду. Тисей бог, нить Ариадны и так далее, бог греческий миф, на острове Крит богов. Как ритуальное действо хелхар имеет свой жестко оформленный рисунок, который напоминает лабиринт. Ряды девушек и юношей, сидящих лицом друг к другу, образуют квадрат или прямоугольник. При этом тамады девушек и юношей сидят в противоположных его углах. То есть, как я понимаю, по диагонали, условно, противоположно. Девушка и юноша начинают танец от своего тамады, и поэтому им приходится придерживаться прямой диагонали. Да, вот диагональ. Вот, постепенно сужая круг, пока не встретятся в центре. В этот прямоугольник и вписан лабиринт. Танец делится на сюжетные составляющие. Вступление или разыгрывание мифологемы, лабиринта и нити Ариадны. Хелхар – завершение. То есть 3 части. Вступление, хелхар и завершение. Вступление, вход древнегреческого мифического героя Тисея в лабиринт. До встречи в центре лабиринта ни парень, ни девушка не поднимают рук. Причем встречаются они не лицом к лицу, а левыми плечами друг к другу. Юноша поворачивается на 180 градусов левым плечом вперед, встает на носки и вытягивает правую руку по туловищу вертикально вверх. По сути дела, он в этот момент перестает быть человеком и становится богом. Ну, в кавычках. Девушка в это время делает полукруг правым плечом вперед вокруг юноши, который, стоя на носках с вытянутой вверх рукой, поворачивается за ней на 180 градусов. С этого момента и начинается разворачивание лабиринта только в обратную сторону. После разворачивания лабиринта юноша и девушка приходят не к изначальным точкам, откуда они начали танец, то есть не к своим тамадам. Девушка останавливается уже перед тамадой мужского, а юноша перед тамадой женского ряда. Действительно, лабиринт является одним из самых распространенных символов у чеченцев. Он встречается на изделиях кабанской керамики, на камнях средневековых построек. Один из основных смыслов этого древнего символа – это очищение через обряд. И возможно, что парный танец, рисунок которого напоминает лабиринт, исполнялся юношами и девушками во время инициации, посвящения во взрослую жизнь. Не менее известным и популярным символом у чеченцев является и классическая свастика. Она встречается на изделиях кабанской археологической культуры, аланских амулетах, на камнях средневековых построек во всех районах горной Чечни. Изначально она связана с земледельческими культами и является символом вечности, универсальным оберегом.
и ее отражение в рисунке чеченского народного танца вполне закономерно. Довольно интересными и своеобразными были обрядовые танцы чеченцев. По сути дела, это были не просто танцы, а костюмированное и театрализованное представление. Прежде всего, это относится к свадебным танцам. В еще недавнем прошлом свадебные танцы чеченцев были очень разнообразными. Обязательным был танец отца и матери, жениха, друга жениха, тамады свадебного застолья. На свадьбе также исполнялись различные шутливые танцы, которые развлекали гостей. Воинские танцы исполнялись еще в Средневековье, перед боем, а позднее во время военно-спортивных игрищ, которые проводились в Чечне ежегодно во время языческих праздников. И в различных районах горной Чечни сохранилось множество топонимов, связанных с местами, где проводились военно-спортивные игры. Нахлоузача, Нахлоуша. Воинские танцы – это название было. Топоним. Топоним – это территорию определенную. Воинские танцы исполнялись в полном военном снаряжении с обнаженным оружием. Согласно фольклорным источникам, до исламское время у чеченцев существовал воинский танец чагар-хелхар, танец кольца, то есть чагар, танец кольца, который исполнялся воинами перед вступлением в бой. Воины с обнаженным оружием становились в круг и пели воинственные песни, затем начинали движение по кругу, постепенно ускоряя его, и входя в иступленное состояние и экстаз. Вдохновленные единством духа и ритмом танца, они, не ощущая ни страха, ни боли, вступали в бой. Но помимо этого, целью исполнения воинских танцев были совершенствование навыков владения холодным оружием, координирование совместных действий в бою, военно-спортивная подготовка. При этом они содержали множество акробатических и гимнастических элементов. Пастушеские танцы были достаточно демократичными и исполнялись в более свободной манере. Непременными атрибутами их были мохнатая шапка из овечьей шкуры, бурка и пастушеский посох. Они включали в себя акробатические элементы, которые исполнялись посохом. Свадебные танцы должны были исполняться в торжественной, сдержанной и аристократической манере, хотя могли содержать и комические элементы. Для чеченской танцевальной культуры была характерна и танцевальная пародия, так называемые шуточные танцы. Наиболее известным является шуточный танец старика, который начинается в очень медленном темпе. В начале танца мы видим старого сгорбленного человека с палкой, который еле передвигает ноги. Но темп музыки постепенно ускоряется. Старик забывает о своем возрасте и болезнях и, бросив палку, пускается в стремительный пляс. Но внезапно, почувствовав острую боль в пояснице, он останавливается, и танец завершается в том же темпе, в каком начинался. Такого же типа характерный танец встречается и в женском варианте. Шуточные танцы представляли на различных праздниках, свадьбах для того, чтобы развлечь гостей. Они исполнялись в довольно свободной манере, и движения танцора ограничивались только правилами приличия. Чеченскому народному танцу вообще были присущи торжественность, аристократизм, отточенность движений, а танцору чувство собственного достоинства, уважения и подчеркнутое внимание к партнерше. У чеченцев существовал особый танцевальный этикет, нарушение которого могло иметь
не только моральные последствия. Танец начинал мужчина, завершала его женщина. Мужчина в парном танце не имел права первым покидать танцевальный круг, потому что это могло быть оценено как неуважение к женщине. Мужчина не имел права в танце прикасаться к женщине, даже если это была его родственница. Движения мужчины и женщины в народном танце были достаточно жестко регламентированы, за исключением танцевальных пародий. Они оба должны были ровно и прямо держать стан. Ну, стан имеется в виду диагдой, торс. И если пластика женского танца выражалась в движении рук, плеч, то экспрессия мужского танца должна быть сдержанной, чувствоваться, но не проявляться прямо. Мужчина мог дать волю своим эмоциям лишь на короткий миг, апогея который приходился на середину танца и назывался у чеченцев бохбогар. Бахбух, что ли? Бахбух. Ага. Это был момент, когда танцор вставал на носки. Парный танец является древнейшим танцем мужчины и женщины. И как было сказано выше, связан с космогоническими представлениями чеченцам, культом солнца и плодородия. По мнению Магомеда Хасиева, начало этой традиции уходит в глубокую древность, по крайней мере, эпоху поздней бронзы и раннего железа, что подтверждается материалами кабанской археологической культуры. Согласно фольклорным источникам, в прежние времена на различных праздниках и игрищах при состязании танцоров им на пояс вешали альчики на определенном расстоянии друг от друга. Выигравшим считался тот танцор, у которого альчики во время танца не соприкоснулись друг с другом. Какие бы они не выделали, какие бы па не выделывал танцор ногами, стан он должен был держать прямо. Индивидуальный мужской танец у чеченцев был также очень развит. Он содержал большое количество акробатических и гимнастических элементов и по сути дела был состязанием не только в пластике, но и силе, ловкости, мужестве. Древние танцевальные традиции рождали танцоров, имена которых передавались в течение веков из уст в уста. Величайшим чеченским танцором был Махмуд Эсамбаев, который благодаря своему необычайному таланту приобрел всемирную славу. Одаренный от природы необыкновенной выразительной пластикой тела, высоким ростом, совершенным музыкальным слухом, феноменальной памятью, Махмуд танцевал с ранних лет. В 15 лет он был уже солистом Чечено-Ингушского государственного ансамбля песни и танца, а через 4 года Пятигорской оперетты. К 20 годам он прекрасно исполнял народные танцы и владел основами профессионального балета. В годы депортации он танцевал в Киргизском театре оперы и балета, где исполнял главные партии в балетах «Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан», «Спящая красавица», а также первых киргизских национальных балетных спектаклях. После возвращения на родину Махмуд Эсамбаев, к тому времени солист Чечено-Ингушской государственной филармонии, покинул классический балет и обратился к танцевальному искусству народов мира. Его первыми танцевальными постановками были индийский ритуальный танец «Золотой бог», испанский танец «Ля Корида», таджикский танец «Танец с ножами». Со своей танцевальной программой танцор выступал не только в Чечено-Ингушетии, но и в Москве и в других городах России. В 1959 году он в составе труппы «Звезды советского балета» совершил гастрольные поездки во Францию, Южную Америку.
Его выступления имели огромный успех у зрителей. При этом великий танцор в ходе гастролей изучал местные танцы и сразу же исполнял их. Легендарным стал в исполнении Махмуда бразильский танец макумба. После гастролей, которые принесли ему всемирную славу и известность, Эсамбаев создал собственную труппу и с программой «Танцы народов мира» объездил не только всю Россию, Советский Союз, но и весь мир. Успех его выступлений был ошеломляющим, его называли чародеем танца, гением, легендой 20 века. Большой вклад в развитие чеченской культуры внес и Дикалу Музакаев, солист, а затем руководитель ансамбля «Война», который проявил себя и как талантливый танцор, и балетмейстер, и как прекрасный организатор. Интерес к культуре чеченскому танцу у Дикалу проявился очень рано. В совсем юном возрасте, будучи студентом, он принимает участие в спектакле Чеченского драматического театра имени Нурадилова «Песни Войнахов». В 1978 году он становится солистом государственного ансамбля танца «Войнах». Во время срочной службы в армии Дикалу был солистом ансамбля песни и танца Северо-Кавказского военного округа, где впервые проявил себя как хореограф. В 1982 году Дикалу Музакаев поступил на отделение хореографии Московского института культуры. После окончания учебы он вернулся в ансамбль «Война» в качестве балетмейстера и танцора. В 2001 году Дикалу стал художественным руководителем государственного ансамбля танца «Война». Сегодня народный артист Дикалу Музакаев является министром культуры Чеченской Республики. Но сейчас уже не является, но на момент написания книги, да, являлся. Что он тогда уходил. Древняя танцевальная культура чеченского народа получила новый импульс и новый вектор развития в творчестве государственных и самодеятельных ансамблей танца. Чечено-ингушский государственный ансамбль песни и танца был образован в 1939 году. У его истоков стоят известные деятели чеченской культуры. Ваха Татаев, министр культуры республики, драматург Абдулла Хамидов, выдающиеся танцовщики Султан Чагаев, Сагари Ибрагимов, Махмуд Тахаев, Магомед Гичибаев, Султан Абдулсаламов, Бака Абубакаров, Ваха Дакашев, Андарбек Садыков, Гилани Юсупов. В составе ансамбля было две группы, танцевальная и вокальная. Вначале его репертуар состоял из 5 народных напевов, исполнявшихся хором и оркестром, и нескольких народных танцев. Дечик-пуандер, трехструнный музыкальный инструмент, был основным инструментом оркестровой группы ансамбля. По мере творческого роста и расширения опыта солистов ансамбля его репертуар значительно расширился. В нем появились песни на русском и ингушском языках, танцы народов Кавказа и России. Во время первой гастрольной поездки в Москву в 1940 году в программу концерта входили чеченские народные танцы и танцы народов СССР. Урус-мартановская лезгинка, месиш, чеченская лезгинка, шуточный чеченский танец, а также ингушская лезгинка, осетинская лезгинка, армянский танец, пляска крымских татар, кавалерийская пляска, вокальная группа ансамбля исполняла чеченские и русские народные песни. «Не буди меня», «Месиш», «Асят», «Калинка». Во время депортации ансамбль прекратил свое существование и вновь был воссоздан в конце 50-х годов в Алма-Ате. Художественным руководителем ансамбля песни и танца ЧССР был назначен Халебский, балетмейстером талантливый танцовщик Гилани Юсупов. После этого начался активный творческий процесс. В короткие сроки была подготовлена интересная и разнообразная концертная программа.
В мае 1957 года был первый концерт в Грозном, который прошел с огромным успехом. Большой вклад в дело восстановления и дальнейшего творческого развития ансамбля и танцевального искусства чеченского народа внесли Атари Мунджишвили и Георгий Дзыба. Абазинец Георгий Дзыба, талантливый танцовщик, прекрасный балетмейстер, создал гениальные хореографические постановки на основе чеченского фольклора, сумел показать средствами пластики характер и манеру чеченского танца, поднять нашу танцевальную культуру на высокий уровень. Хореографическая композиция «Под небом вайнахов» его постановки до сих пор является одной из лучших работ в программе ансамбля. Благодаря своему педагогическому таланту Атари Мунджишвили сумел воспитать прекрасных танцовщиков, балетмейстеров, деятелей культуры и искусства Чечено-Ингушетии. С 1969 по 1994 год художественным руководителем ансамбля был Тапа Элимбаев. Прекрасный организатор, умелый руководитель, автор многих хореографических постановок. По его инициативе государственный ансамбль песни и танца был переименован ансамбль «Вайнах». В этот период в ансамбле появилось много талантливой творческой молодежи: Раисов, Синявская, Дидиков, Худаев, Мухамедов, Асхабов, Идрисов. Вместе с лучшими профессиональными коллективами страны ансамбль принимал участие во многих всесоюзных и всероссийских фестивалях, с успехом гастролировал по всему Советскому Союзу. Свою лепту в творческое развитие ансамбля внесли композитор Зенди Чергизбиев, молодой балетмейстер, выпускник Московского государственного университета культуры и искусства Дикало Музакаев, Докку Мальцагов, Александр Петров, Элимхан Хайдаров, народные артистки Чеченской Республики Асят Асхабова, Тамара Дидигова, Магомед Идигов, Майрбек Худаев, Казбек Арсаханов, Лидия Айдамирова, Рамзан Ахмадов, Адаш Мамадаев, Магомед Макаев, Апти Гантамиров, Рамзан Абазов, Турко Хасимиков, Гафур Тимирхажиев. В связи с военными событиями на территории Чеченской Республики деятельность ансамбля была приостановлена в 1999 году. В 2001 году коллектив ансамбля под руководством вновь назначенного художественного руководителя Дикало Музакаева приступил к восстановлению концертной программы. Ему удалось в короткие сроки наладить творческий процесс, обновить программу и осуществить ряд новых постановочных работ. В 2002 году ансамбль «Вайнах» выиграл гран-при на международном фестивале во Франции, а в 2003 году гран-при и приз зрительских симпатий на фестивале Горица 2003 в Италии. В 2006 году ансамбль под руководством Музакаева подготовил новую концертную программу в стране вайнахов, в которую вошли 11 новых авторских постановок. 24 декабря 2008 года премьер-министр России Путин подписал указ о присуждении Музакаеву Государственной премии РФ в области культуры за новую программу ансамбля «Вайнах». В 2008 году ансамбль «Вайнах» дал 3 концерта в Государственном Кремлевском дворце, а 25 декабря 2008 года концерт для руководства страны в Андреевском зале Кремля. Сегодня ансамбль «Вайнах» принимает активное участие в возрождении культуры Чеченской Республики, выступает с новыми концертными программами, участвует в международных конкурсах, совершает гастрольные поездки в города России и мира. В республике и за ее пределами, в основном в Москве, существует несколько танцевальных ансамблей, которые занимаются развитием и популяризацией чеченского народного танца. Детский танцевальный ансамбль «Зия» был создан в 1999 году по инициативе известного чеченского балетмейстера, народного артиста Тапы Элимбаева и при финансовой поддержке российского
предпринимателя, ну, тут в книге так написано, да, Зии Бажаева. В состав ансамбля входят дети от 6 до 14 лет. Помимо чеченцев в нем танцуют и русские, ингуши, и дети других национальностей. У ансамбля есть собственный профессиональный оркестр, которым руководит известный композитор и музыкант-виртуоз Рамзан Паскаев. Коллектив успешно выступает на российской и зарубежной сцене, является лауреатом многих конкурсов. Детский танцевальный ансамбль «Лоузер» был создан в 1983 году на базе Республиканского дворца пионеров города Грозного. В связи с драматическими событиями на территории Чечни коллектив ансамбля вынужден был переехать в Нальчик, а затем в Подмосковье. Руководит ансамблем Магомед Тахаев, человек безгранично преданный своему делу. Коллектив является лауреатом многих международных конкурсов. В 2003 году он был приглашен знаменитым модельером Пьером Карденом к участию в его мюзикле. В последнее время юные танцоры большую часть времени проводят в зарубежных гастролях. Большой вклад в развитие и популяризацию чеченской танцевальной культуры вносят и другие коллективы, в том числе ансамбль «Таймуах» и школа искусств имени Эсамбаева, которую возглавляет известный чеченский танцовщик и балетмейстер, заслуженный артист России Докку Мальцагов. Все, статья Чахтели. Шунмагара. Докна андолша yok эту традиции, культуру народа показывать też. Халхарду окара бяхтяш, короче. Так, таган дештинаха ит ансамбльшка чого ледер танаур положению хасон аренцил нохчик энти баш. Халхар бюч ба мехтим алсам лилшбу нохчу дубешти. Так, парах где танцуют, хэчкомах бершту. Вплоть до казахов, калмыков, все ходят, короче, воин шпат, табашиш активно. И новую душу